Когда мы его просто представим его на телефоне. Уважаемые участники, пожалуйста, пройдите в зал, найдите себе места. Здесь есть свободное место.
Ребята, пожалуйста, садитесь. Здравствуйте, уважаемые участники Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в Республике Саха-Якутия. Мы начинаем с вами вторую часть защиты проектов, которые были вами разработаны. И сейчас хочется представить экспертов, которые будут сегодня с вами работать, задавать вопросы, на чьи вопросы вы будете активно отвечать. Итак, председателем экспертной комиссии является Григорьев Юрий Михайлович, заведующий кафедрой физико-технического института СФУ имени Амосова, главный ученый секретарь Государственного бюджетного учреждения Академии наук Республики Саха-Якутия. Чиротов Михаил Михайлович, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения Институт биологических проблем криолитозоны, доктор биологических наук, профессор. Афанасьев Иван Александрович, инженер-спасатель, оператор беспилотных летательных аппаратов. Стручков Мичел Викторович, ведущий эксперт технопарка Якутия, исполнительный директор развития IT-области в Республике Саха-Якутия. Иванов Эдуард Всеволодович, инженер группы режима Якутской ТЭЦ ПАО «Якутсэнерго». Федоров Артур Григорьевич, кандидат технических наук, доцент физико-технического института СФУ имени Амосова. Наумова Ксения Николаевна, специалист учебно-технологической лаборатории механо-химические биотехнологии СФУ имени Амосова. Елабаев Максим Дмитриевич, начальник отдела оперативного управления сети филиала радио и телевизионный передающий центр РСЯ Федерального государственного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Груненко Дмитрий Александрович, ведущий специалист производственного контроля акционерного общества «Саха-нефтегаз-сбыт». Итак, уважаемые участники, от имени участников конкурса перед вами выступает ученик 10 класса Покровской СОШ номер 3 Хангаласского улуса Косницкий Никита с песней «Мен Ханалас Уолабын». Аплодисменты.
Перед вами выступил ученик 10 класса Покровская СОЖ Косницкий Никита. Поприветствуем еще одного эксперта, Попова Сергея Вячеславовича, заведующий кафедрой математического анализа Института математики и информатики Университета имени Амосова, действительный член Академии наук Республики Саха, доктор физико-математических наук, профессор. Как мы будем работать сегодня? У экспертов есть экспертные листы, каждый показатель оценивается от 0 до 5 баллов. По итогам защиты выявляются у нас 3 команды победителя. Одна команда станет абсолютным победителем и 2 призера. Также, кроме этого, будет индивидуальный конкурс, 3 индивидуальных победителя и 6 призеров лучших в команде. Начинаем нашу работу. Первым для презентации проекта приглашается направление «Современная энергетика», проект номер 1. Уважаемые эксперты, пожалуйста, отметьте, что в этом направлении 2 проекта. Слайды. Монетки нет. Добрый день, уважаемые эксперты, участники, водители. Мы команду «Уралин» представляем здесь направление «Современная энергетика». Сегодняшняя наша тема – разработка проекта дома с применением энергоэффективных технологий. Далее. Меня зовут Фейрулат, я ученик 10 класса Автомского научно-исследовательского центра. Я являюсь интегратором команды. Меня зовут Антон Шайцен, я ученик Национальной технической образовательной школы номер 2. Я экономист в этой команде. Меня зовут Юрий Нажаров, я архитектор. Меня зовут Харламов Павел, в команде программист. Меня зовут Качангаев Вадим, я инженер энергетики. Меня зовут Артем, и я инженер. Мы живем в Сахае-Буде, это регион с среднеконтинентальным климатом. Продолжительностью отопления сезона 8-9 месяцев. Каждый год тарифы на энергоносители постоянно увеличиваются, а некоторые части тепла у нас ходят через стены, окна, двери, крыши. Поэтому постройка энергоэффективных домов для нас необходима. К тому же, применение позволяет решить множество проблем ЖКХ, уменьшение загрязнения природы, экономия энергоресурсов. Цель нашего проекта – спроектировать дом на основе анализа информации о эффективных домах, изготовить макет дома с применением выбранных технологий и сделать сравнительный анализ разработанного дома и традиционным домом. Чтобы достичь этих целей, мы поставили перед собой следующие задачи. Можно? Кнопка анализ проблемы, изучение литературы, поиск и выбор технологий, проектирование модели дома, экономический расчет и энергетический фактор. Проблема домов на данный момент сейчас это является большой затратой на коммунальные услуги и неэкономное использование электроэнергии. Вот анализ нашего проекта. Минусом можно отнести сложность реализации и высокую стоимость. Плюсы – актуальность, окупаемость, энергии, теплосбережение и технологичность. Возможности – это экономия и автоматизация. Наш дом стоит. На дом стоит двух этажей. Первый этаж. Первый этаж у нас будет ванная, кухня, коридор, зал. А на втором этаже у нас будет 2 спальни, коридор и лодочка. Для отопления мы решили выбрать центральное отопление и выбрали
газовый котел для водоснабжения. Также для них используем полипропиленовые трубы, так как эти трубы имеют положительные качества, как большой срок службы, потребляют оружие и развиваются энергии высоких химических и механических используем геометрические И наши дома решили использовать цветную вентиляцию, так как это больше похоже для наших технологий. Дальше. Вот, собственно, наш дом. Передаем модели. Программа Ключак. Дальше. Выбранные энергетические технологии. В качестве стен мы решили выбрать так называемые стич-панели. Они состоят из 3 слоев. Внешний слой ОСП, середина пенополистирол или пенополиуретан и внутренний слой ОСП. Также используется альтернативный источник, это солнечные панели. Это объединение фотоэлектрических преобразователей полупроводников, прямо образующих солнечную энергию в электричество. Оно будет вырабатывать 2 киловатта. В нашем доме будет использоваться энергосберегающая лампа, которая установит на энергии. Далее мы обоснуем свой выбор. Дальше. Входная дверь будет построена по принципу двойной двери. Соединить из 3 слоев дверь, воздушный буфер и дверь. Воздушный буфер, который будет образуется между двумя дверными полотнами, отлично гасит все звуки. Он же является прекрасным фильтратором и препятствует проникновению посторонних запахов. Для окон мы решили использовать технологичные энергоэффективные стекло. Энергосберегающее стекло – это уникальное стекло, которое получает медленное напыление на стеклянную основу в условиях вакуума несколько слоев различных. Благодаря слою металла на стекло оно превращает в низкую теплопроводность. Оно состоит из мягкого покрытия и множества слоев, где слой серебра играет главную роль. Также мы решили делать автоматизацию и использовать датчики движения включения света. Мы их ставим в коридорах 1 и 2 этажа, также в прихожей. Мы выбрали инфракрасные датчики движения, так как они имеют очень много плюсов, которые нам подходят. Также решили использовать краны датчики движения для экономии воды, они будут установлены в ванной. Дальше. Вот здесь вы видите тарифы на электроэнергию на 2018 год, тариф взятый из официального сайта Иркутскэнерго. Дальше. На этом слайде мы видим, потребляем мощных среднестатистических семей в один день. Для энергоэффективного это 9,5 киловатт, а для традиционного 12,12 киловатт. Дальше. Также здесь мы провели сравнительный анализ энергосберегающих ламп закаливания по разным критериям и получили экономическую выгоду 10 000 рублей. Использовали. Также мы провели отчет объема потребления электроэнергии в год в традиционном доме с одноставочным требованием и в эффективном доме с двухставочным требованием. Так в нашем доме будет использован именно такой счетчик. И вот по расчетам видно, что плата за электроэнергию в год и энергоэффективность в доме на 40% выгоднее. Нашей командой было проведено исследование подтверждения когда положения солнечной панели на лабораторной установке SolarLab. Мы видим, что чем источник света находится перпендикулярно к месту, где закреплена батарея, тем меньше напряжение. Также, чтобы в течение дня получить максимальное напряжение, мы решили использовать установку поворотного модуля для солнечной панели. Применение такой установки было исследовано учеными, и ими было сделан вывод, что использование установки повышает энергетическую эффективность на 37%. Вот наш проект видно как бы солнце, а в ночное время будет специальная программа для этого, которая будет автоматически возвращать нашу новость. Дальше. В этом стадии мы рассчитали потребление в течение года, учитывая энергию, которую мы будем вырабатывать с помощью нашей солнечной панели. Мы видим, что используя солнечную панель, мы сэкономим 5079 рублей в год. Мы провели расчет расходов на постройку традиционного и энергоэффективного дома. Мы видим, что на постройку энергоэффективного дома нуждается больше финансов, что мы и ожидали. Подчеркнув это в нашем SWOT-анализе. Здесь мы внесли энергетический паспорт нашего объекта. Как мы видим, показания нашего дома намного отличаются от традиционного. Ну, тут канва нашего проекта. Представили, что наши дома были использовать и энергоэффективные технологии, как энергосберегающие лампы, стекло, технологии, солнечные батареи, двойная дверь и автоматизация.
Нашими главными партнерами являются Якутская ТЭЦ. Также вот каждая энергоэффективность нашего дома в сроком памяти мы считаем это всего 15 лет. На этом все. Спасибо. Не сравнивали, да, вот сколько обычного дома и вот энергоэффективного дома. Сколько стоит обычный дом, да, сколько стоит ваш? Тут у нас это... Мы обычный дом считали как традиционный, обычный. Самый традиционный. Вот. Вот. Это энергетический паспорт. Вот это что? Да, вот. Стоимость. Вот. Почти в 3 раза, да? Нет, да. Чуть больше. Чуть больше в 2 раза. А вот можете сказать, что ваш панель по мощностям дает 2 киловатта, да? Да. А вот для стандартного дома сколько киловатт надо? Вот, можно назад. Назад. Да. Тариф полугодия. Вот в среднем среднестатистическая семья в день тратит вот, в традиционном доме 12-12 киловатт в день. А вот в нашем энергоэффективном доме, если бы, вот, учитывая то, что мы будем использовать энергосберегающую лампу, это 9,35 киловатт в день. И вот мы считали, вот за год наш панель, учитывая то, что у нас вот, всегда солнце не всегда не это мы вот считали, что в год наш случай панель вырабатывает 949 киловатт в год. И вот мы вычли, сколько вот энергии потребляет обычная семья, и у нас получилось, что вот 2463,75 киловатт. Панель стоит вот там вот. Да. Панель, она опять вот самая. Солнце не всегда будет вот там. Там имеется... вот сейчас. И вы сказали, вот 2 киловатта панель, вот какую площадь вы занимаете, знаете, такая панель? 2 киловатта. Что вы сказали будет? Сколько панелей будете использовать? Если учесть, что один сейчас электрический чайник при включении больше 2 киловатт. Вот, дело в том, что они не будут чуть-чуть постоянно. Это не основной источник энергии, будет помогать. Это альтернативный. Да, будет помогать основному. Плюс, я маленько добавлю, вашей солнечной панели нужно как-то саккумулировать эту энергию, правильно? Да, там есть вот, посчитали вот именно цену комплекта, где эти вот аккумуляторы, все есть, все уже включено в цену, поэтому вот, в общем, вот и при вот установке, и потом мы все учли, я что стоит 15 000 рублей. Все-таки я жду ответ на мой вопрос. Площадь панели какова должна быть? 2 киловатта. 10 панелей было. 10 панелей? Да. Каких размеров? Тысячных кругов? 7 квадратных метров. Ну, когда вот эта штука у вас там, она не поместится в каком месте? Это примерно ориентировочно. Ну, это у вас опять было называется? У нас крыша, у нас примерно такая, немного убирательная дома. Постройка дома с этой стороной уже на с востока и вот так. Почему не поставить крышу? На крышу? Нет, Можно поставить, но... Там с посадкой проблема. А вот могу и уже, если что-то поломать, очень проблематично. Наверное, вот у нас будет этот фонд, это более безопасно. нет, вот такую панель 2 на 3 метра. 3 на 3 метра. 2 на 3 метра. Я не представляю.
А потом и что? Самый главный элемент это птичка вот эта страны получится, но вы его не знаете, как нормально упускать. Ну, можно вот так, нормально. Тогда там будет отлично. А может, следовали представить рядом? Да, вот именно вот, если тебе представить, то вот у нас будет уже площадка по кругу, и вот нужно тогда будет читать какую-то специальную, специальное помещение, которое будет именно вот мотор и освещать от осадка. Помещение. В нашем таким моделе там стоит слайд. Да, вот наша медицинская вот как у нас вот есть. Толчатый фундамент. Применение слоя только оправдано. Толчатый фундамент. Какой там размер? Пусть так стоит, да, вот. Что ты хочешь делать? Что ты хочешь делать? Я не дай, ну не включилась же. Почему слайд? Какого легкого дома? Это мы просто скрытую модель сделали примерно ориентировочно. Как бы с вами уже хорошо, с вами будет хорошо держаться на земле. Лучше, чем простой клад. Не сядешь. Дорого. Ну, дорого, то будет хорошо держаться. Вы там что такое учитывали фундамент? Кто у вас файный? Не ленточный. Рассчитывали, все рассчитывали. У нас похожее сочетание будет. Может быть, столбчатый, он как ленточный, только с вами, но они не такие большие. Сейчас мы на макете просто сделали этот более, чтобы наглядно было. Чтобы видно было. Не маленький, У меня тоже один вопрос. А проектировка дома, она играет какую-то роль в энергии? Да, потому что неправильная постройка дома, например, плохая конструкция, увеличит затраты на энергию. Допустим, если дом необычной формы, например, сфера, обратный круглый, то просто длинный же, он на проводку уйдет намного больше материала. Не то, что материал, просто удлинение проводов это чревато опасностями. Может быть, что-нибудь с проводкой, короткое замыкание, может быть, и что это такое? Это чтобы было, мы специально сделали более-менее маленький, но более высокий, чтобы все было компактно. У меня еще один вопрос. А вы учитывали, да, вот солнечную активность в течение года? Лето, зима, осень, да. И для этого специально сделалось, что наш панель будет вот так вперед-назад, вверх-вниз двигаться. Облачно всегда двигаться. Да. Там при там он все равно будет принимать энергию, но уже более малое количество. Да, тоже. У меня вопрос, вот вы говорите, учитывали, а каким вот это программа, корректировка, каким-то индикатором. Вы там показывали, что она идет за солнцем, да? Да. Вот, в принципе, где у вас идет солнце? А здесь, в этом проекте, это мы установили солнце. Да, пока нет на этой модели. Да, вот. Да. Мы установили пока только на живой модели, а вот тут вот Она все равно только часть времени будет. Да, солнце этот... У вас будет много таких. Нет, одна. Она будет работать буквально несколько пройдет. Вот видно, вот она, вот да, он будет вот ползом как раз крутиться. Но все равно это сколько-то времени. Когда она зайдет до более крыша. Ну, как бы для нашего местности у нас солнце не уходит в зенит. У нас идет буквально не так круто. Солнце... Ну, у вас нужно ставить тогда не вот тут, а совсем на крышу. У нас солнце... Как там? У нас... Если солнце будет вообще с той стороны... Так мы специально так, чтобы солнце всегда в течение года
всегда светило ровно, да. Установлены так, чтобы именно во время дня, чтобы зимой полностью освещалось, а летом утром может быть немного энергетично, но уже весь день очень энергетично. Ну, положение ее должно быть где-то в другом месте. Видно, что она спрятала. Это наверное, просто... Нет, ее можно же вытянуть как бы. Наверх? Нет, наверх или в бок можно. Наверх, в бок, то есть вперед, да. Вытащить из-под. Это примерно как что там будет именно такая. Модель еще сделана так, чтобы полностью, она сейчас сделана из двух слоев кожи, и внутри пенопласт, пародирующая полиэтиленовый полистирол. Это стандартная у вас панель или нестандартная? Сколько технологий? Полистирол же горючий. Нет, там внутри воздуха нет. Там внутри воздуха нет. Там пенополистирол. Пенополистирол и таких домов я не видел, не знаю. Они... Он как называется разные технологии. Сейчас Вы очень... видели такие дома? Вот наш первый дом. Первый. Очень опасный дом. Пенополистирол, его больше любят. Технологии уже существуют где-то 10 лет. Очень горючий, очень много примеров, которые со стенами, с полистиролом, пожаром. Если он разгорится, все невозможно. Химический источник пенополистирол не горит, если нет открытого источника огня. Он может Он не распространяется. Если его попытаться поджечь, он будет гореть только тогда, когда есть альтернативное топливо. Очень опасный. Такой хороший. Спасибо, модерничненько. Спасибо. Сюда, впредь. Встаньте, чтобы я был виден как здесь. Я здесь буду стоять. Сзади. Вот. Стена. Материал. Папка материал. Вот. Да? Да, возьмите пока. Для меня это твои материалы. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Наша команда называется «Платониум». И наш проект называется «Разработка энергоэффективного дома в условиях Крайнего Севера». Наша команда и обязанности членов команды. Я, Петков Павел, являюсь командиром нашей команды. Я Алексей Вова, я экономист. Им Артур, инженер. Платонов Валентин, инженер. Ивнов Тосков, энергетик. Дорогов Коля, архитектор. Космический Никита, архитектор.
актуальность и проблемы. Как мы знаем, постоянный рост тарифов на энергоносители из-за условий на нашей республике приводит к необходимости к применению энергоэффективных технологий при строительстве частных домов. И проблему, которую мы должны решить, такая глобальная. Высокие коммунальные тарифы способствуют снижению платежеспособности населения, вследствие чего уровень благосостояния жизни в нашей стране занижен. Цель проекта – создать дом, способный выдержать наши условия и минимизировать энергопотери, используя энергоэффективные технологии. Наш тайм-план, мы разделили всю работу над проектом на несколько задач и распределили обязанности всех. Что мы используем в нашем доме? Это, во-первых, наши современные стены, которые мы разработали, используя современные материалы. Солнечные панели, энергоэффективные окна, вентиляцию, специальную вентиляцию. В качестве отопления у нас будет газовая установка, и для освещения используем теплодиодные лампы. Стены. В качестве стен мы будем использовать разработанные нами стены, состоящие из 5 материалов. Первый материал будет штукатурка, это наружный слой стены. Следующим материалом служить будет пеноплекс, он гидроизолирует дом. Основным материалом будет служить пенобетон. В качестве теплопроводного материала, утеплителя будет использоваться пенополиуретан. И следом слой ориентировочно-стружечной плиты. У нас 5 слоев, толщина ОСП 20 мм, для полиуретана 180, пенобетон 200, пеноплекс 80, теплая штукатурка 20. Итого получилось 50 см. Самые хорошие утеплители — это пенополиуретан 6,43 сопротивление теплопередачи и пеноплекс 2,42. Здесь компания, в которых мы будем сбывать эти товары, покупать, и общее сопротивление теплопередачи 10,3. Мы исследовали, то есть мы провели некоторые исследования на приборе IHF 436. Он проверяет материалы на износостойкость, и мы исследовали свойства пенобетона и получили следующие свойства. И, как мы видим, сопротивление подтвердилось. И на этом графике вы можете видеть все наши слои, и мы можем видеть температуру снаружи и температуру внутри комнаты. И синяя волновая линия — это зона конденсации. В качестве окон нашего дома, в нашем доме будут использованы круглые окна. Это сделано с целью того, чтобы уменьшить вероятность возникновения трещин в стене, а также уменьшить теплопотери через окна за счет меньшей площади, в отличие от прямоугольных окон с теми же параметрами. Также в качестве источника света мы будем использовать светодиодные лампы. Они потребляют очень мало электричества, при этом вырабатывают много света. А для увеличения света мы будем использовать натяжные потолки, которые будут отражать свет, что увеличит его количество. Актуальность солнечных панелей в Якутии. Средняя суммарная солнечная радиация в Якутии, она очень высокая. Вот данные. Солнечные электростанции в Якутии, их у нас 15 штук. Самая большая — это Батагайская СС. Дальше. Альтернативная электроэнергия солнечной панели.
Мы предлагаем использовать солнечные панели и ледяные концентраторы, чтобы увеличить мощность наших солнечных панелей. Вырабатывать мы будем 2 киловатта в час, а потребление будет 3 киловатта в час. То есть мы сэкономим 50 раз. Экономия будет 50%. Вот макет нашей установки. Вот расчет, на каком расстоянии, каким углом будет стоять наша призма. Вот испытание работы призмного концентратора. Вот результаты измерения без призм и измерения с призмами. Мы поставили 4 призмы, и мощность увеличилась в 2 раза. Мы будем отапливать наш дом газовой установкой. И мы сравнили, сколько мы будем платить в традиционном доме, который будет отапливаться центральным отоплением, и наш дом, который будет отапливаться газовой установкой. И мы получили поразительные числа. Мы в год будем потреблять 4500 метров в кубе, и по тарифу 5,5 рублей. Это среднее по Якутии. Вы можете видеть на гистограмме отличие газовой установки и центрального отопления. Расход при центральном отоплении в год где-то 80 тысяч рублей, а в нашем энергоэффективном доме с газовой установкой расход составляет 24 тысячи рублей. Так будет хорошая наша вентиляция, а вот она изнутри. Мы будем использовать теплообменники, чтобы экономить на нагревании холодного воздуха. Через большие трубы заходит холодный воздух, а через узкие выходит теплый воздух, но непригодный для дыхания. Теплый воздух поступает сюда, а холодный воздух вот отсек. И в результате будет происходить теплообмен. И в результате этого мы будем тратить меньше энергии на нагревание воздуха, холодного воздуха. Теплообменник мы предлагаем делать из полимерной пленки. Она очень теплопродимость слабая, точнее очень большая, но это все можно сэкономить на толщине. То есть чем меньше толщина, то тем больше теплообмен. И мы сравнили наш дом с традиционным домом. И вы можете видеть сопротивление стен 3 раза больше. Общий коэффициент теплопередачи здания 2 раза меньше. Это очень хорошо. Общие теплопотери за отопительный период составили 131 тысяча, а в свою очередь в традиционном доме более 300 тысяч мегаджоулей. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания у нас 121 килоджоуль, а в традиционном доме 350. И мы все это обобщили и получили класс энергоэффективности. Наш дом имеет уровень B, то есть высокий, а традиционный дом имеет уровень F. Это здание нужно перестроить по законам. Мы с помощью вот этой формулы вычислили срок окупаемости нашего дома. Стоимость энергоэффективного дома с использованием современных материалов составит 184 тысячи рублей. То есть 1 848 тысяч рублей. Извиняюсь. Стоимость традиционного дома при этих же размерах будет составлять 1,5 миллиона рублей. То есть, если мы затратим, мы получим затраченные деньги через 6 лет. Через 6 лет эксплуатации мы вернем те деньги, которые мы вложили в свой энергоэффективный дом. Мы решили сделать визуализацию для наглядного вида. Сперва мы дали готовый план дома, после которого мы начали репетировать его, брать информацию у инженеров и экономиков, чтобы рассчитать дом. После того, как мы утвердили все материалы, мы начали чертить наглядный дом.
по размеру материала. Мы это все программировали на таких программах, как Autodesk и SketchUp. План дома. Вот кухня, гостиная, санузел, котельная и прихожая. Второй этаж, 2 комнаты и холл. На крыше у нас будет платформа для солнечных панелей. Перед вами макет нашего дома, масштаб которого 1 к 25. Сначала мы изготовили основу из пенопола. Затем из того же материала изготовили фундамент. Стены изготовлены из 2 головы, между которыми пенопласт и стекловата. Лестница сделана из того же материала. Окна вырезаны из цветной бумаги и склеены из пластика. Все. Дальнейшие наши планы. В будущем мы хотим разработать проект дома под куполом. Попробуем привлечь инвесторов в наш проект. И хотим закончить разработку разрабатываемой нами заранее, то есть сначала биогазовой установки, чтобы использовать ее в качестве отопления. Все. Вопросы? У меня вопрос. Почему так мало окон? 7 окон? Вот, смотрите, вот с первого этажа у вас смотрите, вот. Мало же окон. Просто тут дом развесили и получилось слишком много окон. На самом деле тут у нас тут еще 2 окна. Тут окно. И еще этот вопрос вот, насчет круглого окна. Круглое окно это у вас евро, да, окна будет? Стеклопакеты. А вот у нас по республике есть организации, которые производят круглые окна. Организации нет, но... И насколько цены отличаются от квадрата? В республике нет, но есть в России, а цена отличается 4000 рублей. Плюс доставка, плюс время, да, то есть если какие-то неполадки, то... А где продается? Хабаровске. Центральной России. Московской области, кажется. Или в том районе. Тоже вопрос один. А чем обусловлена последовательность материалов снега? То есть почему именно такой последовательность? Например, пенобетон очень дешевый по сравнению с другими, но он создает устойчивый фундамент. Но пенобетон очень подвержен действию влаги, то есть его нужно изолировать. И ПВУ, пенополиуретан и пеноплекс очень хорошо подходят для этого. И они оба его скомпонируют. А теплая штукатурка это отличный материал для перекрытия пеноплекса. А внутри ОСП это добавит эстетичности вашему дому. И, например, ОСП, если его забрызгать какой-то жидкостью, дом вообще не будет проникать в землю и будет что-то родить. Еще вопрос. У меня вопрос. Вот такая многослойная система, она где-то уже производится или это есть такой аналог, но только с 3 слоями, называется типа блоки. Они технологическая разработать, да? А вы пишете про стоимость. А как вы примерно считали? Вот писали стоимость дома такая сумма. Как вы это умеете? У нас есть все расчеты. Эта стена будет для дома 7 на 9,5 будет стоить 560 тысяч рублей. А для традиционного дома стена из бруса, которая на 7 на 6 сантиметров, будет стоить 240 тысяч рублей. Но вы, наверное, посчитали стоимость просто исходных материалов, а не изделия его все комбинировать. Да.
по раздельности посчитали штукатурку, Ну да, материалы посчитали и посчитали возможности эксплуатации, так, технологии, это другая сложная какая-то. Да, но, например, если этот дом будут строить какие-то компании, да, например, возможно, будет производить как конвейером, то есть не нужно оплачивать деньги за только еще вопрос, вот вы сказали окупаемость 5 и 8, до этого ваш проект был по солнечной батарее 15. Ну, предыдущие ваши коллеги из направления сказали, что окупаемость будет 15 лет, но это солнечные батареи. А ваш дом быстрее, да, окупаемость? Наш дом просто дешевле. Да, мы экономим на солнечных панелях, мы говорится, но поставили на качество. То есть вы от солнечной батареи отказываетесь? Не отказались, не мешаем. Добавили концентраторы, которые будут увеличивать их эффективность. То есть, например, вместо 2 солнечных панелей, да, там будет того же размера. Мы взяли один, но и улучшили его с помощью концентраторы. Концентраторы это типа как оптическое молоко, да? Можно я скажу? Единицы концентраторы это призмы такие, ну вот такие. И вот стоит наша солнечная панель. Вот стоит наша солнечная панель, а вот стоит имеет концентратор. Да, это в форме призма и если мы вот допустим это мимо идущие лучи, а это наша панель солнечная. И мимо идущие лучи, ну, если поставить под них ледяную призму, то они будут преломляться и будут направлены на солнечную панель. То есть мы экономим на... Просто не увеличивая площадь солнечных панелей, мы просто больше электроэнергии берем с каждой площади. Несколько предложений в одном, да? У вас очень много разницы получилось. Потребление газа. График. Вот. Ой. Хозяин дома. Да. У вас газовый котел одноконтурный или двухконтурный? Придет, например, двухконтурный и с искусственной циркуляцией воды. А вот этот синий показатель, это центральное отопление. Но это циркуляция не как должен быть туалет нормальный, стерилизация. Он тоже там должен циркулировать. А то 4000 всего в год это слишком мало. Ну, ваш дом энергоэффективный? Вот такой вопрос, да. Его нет. Ну, а наш дом намного, сейчас вам покажу. Вот. Сравните ваш дом и наш дом. Вот такой вам вопрос. У меня еще один вопрос. Насчет вот цен. У вас стандартно традиционный дом стоит 1,5, да, почти? Да. В предыдущем проекте традиционный дом стоил в 2 раза дешевле. Но мы сами этому удивляемся. Я не могу построить дом за 700 тысяч, например. И мы... Почему такие вот разницы? Мой ответить, да. Например, центральное отопление, да, нужно платить, например, за эти радиаторы, купить много оборудования, да. Но, например, в теплоэффективном доме можно, ну, мы посчитали, да, можно сэкономить на оборудовании, то есть уменьшить его количество, купить необходимое количество для необходимого тепла, то есть радиаторы установить эффективно, чтобы тепло вырабатывалось по всему дому, но не переборщить, чтобы энергии всему хватить. И, например, в традиционном доме только пол будет стоить очень много, 300 тысяч, а в нашем доме пол будет порядка 50 тысяч, потому что он будет из композитных материалов и из бруса. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая комиссия. Мы с вами встречались в Тайнине. У меня, получается, 2 вопроса. Первый вопрос по поводу обмена. Тоже необходимо
как смог работать в таком режиме? Она будет в режиме, в новом режиме работать, как она регулируется, так это регулируется, как день условия. Я до этого делал два варианта, там где мы решили не печать, можно здесь два варианта. Первый вариант это будет карта стоять здесь наша миграция, и между ними есть второй карта. От карта мы будем выполнять державку. Здесь карта, здесь тоже карта, и здесь будет наша миграция. Как она будет регулироваться? Регулироваться это... вот, видите маленькие трубы. Через маленькие трубы будут входить нет, теплый воздух, но не пригодный для дышания. А через большие будет входить холодный воздух. Я имею в виду, допустим, разный период года. Данный продукт регулируется, как перегреваться. Даже здесь можно поставить автоматические отклонения. Хорошо. И второй вопрос у меня. Ребят, какие у вас проблемы могут возникнуть при эксплуатации вот этих солнечных панелей? Вообще республики, области вы изучали, да? Какие вообще проблемы возникают именно с техническим решением? Можно снег. И сейчас термическое. Например, если китайские солнечные панели, они не могут держать холода. Но я нашел солнечные панели, Сан-Кожа, они производятся в Америке и могут выдержать тепло минус 50. Холод, температуру минус 50, это характерно для нашего района. И последний момент. Кто будет заниматься эксплуатацией? Сами, получается, жители на море или какая-то служба, или как это со стороны? Сами, то есть, могут свои деньги заставлять? Нет, например, если вложить инвестиции в наш опыт, да, это может производить сама. Еще вопрос. Последний вопрос. Вы сказали, что американское производство солнечных панелей. Политические обстановки, вот эти самые, они не подходят? Политическое? Да, или политические обстановки. Здесь не подходит политическое, это нет. Можно... Пока вот не заказали, пока дело если... это может, вы говорите, что мы не сможем купить такой из-за политической связи, да? Есть очень много таких аналогов из Японии и из Китая. Аналогов? Да. Хорошо, давайте мы ограничимся временем. Спасибо, ребята. Приглашается к выступлению направление «Космические технологии», проект создания прототипов спутников, моделей космических аппаратов и применения их данных для народного хозяйства Арктики. То ноутбук данный, ванну покрыта. Ванна скетчап. Скетчап. Легко. Окей. Ноутбук проблемы его. Ноутбук не можешь. Не можем, да. Не может. Трансляция. Трансляция на YouTube сразу. Давайте. Десятка. Десятка, да? Ну, отлично. Восьмерка. Восьмерка? Тут 3D принтера нету, да? Нет, наверное. А? Не знаю. Вряд ли. Вот RGB есть там? RGB? Да, есть. Есть RGB. Ну, включим тогда. RGB все. Только трансляции не будет. Потом... Да. RGB здесь, да? Можно не то.
Глеб. Саша. Лёня, давай. Идите, разойдитесь. Здравствуйте, уважаемые члены комиссии и уважаемые участники проекта «Сириус». Наша команда хотела бы представить проект «Космические технологии создания прототипов спутников, моделей космических аппаратов и применения их данных для народного хозяйства Арктики». Для примера мы взяли проект компании SpaceX, это Starlink, спутниковое созвездие, которое будет создавать недорогой высокоскоростной спутниковый интернет, который будет работать на частотах KU и K. Ты дебил! Ты что делаешь? Ты что делаешь там? Республика Саха-Якутия и многие территории Российской Арктики нуждаются в получении оперативных данных дистанционного зондирования Земли по маршруту Северного морского пути. Создание специализированного многофункционального спутника или эксективно-конфункционального для данных ДСЗ и как средство обеспечения связи позволено решить проблему дороговизны связи и средств наблюдения за трассой. Имеющегося в настоящее время частотно-энергетического ресурса спутниковой связи недостаточно для оказания современных и качественных услуг электросвязи населению и организации создания условий равного доступа населения к информации и ресурсам. Использование собственности спутников позволит снизить затраты на обслуживание аппаратной системы и применять данные со спутников ДЗЗ для иных народно-хозяйственных задач. На пути решения обеспечения качественной связи и телевидения, связанные с отсутствием узконаправленный контент, диаграммы покрытия северных регионов России со стационарных спутников, что делает создание сети спутников актуальным. Целью нашей модели является решить проблему качественной связи и доступного телевидения, скоростного интернета и вопросы мониторинга окружающей среды с помощью космических технологий для северных территорий республики. Задачами является, во-первых, предложить оптимальные модели использования полученных данных с сети малых спутников, далее создать визуальную видимую модель решения вышеуказанных задач. В конце составим параметры орбит и орбиты визуализации проекта, высчитать габариты спутников и стоимость проекта. В настоящее время в Республике Саха-Якутия связь обеспечивается с помощью спутниковых станций, расположенных в крупных городах, ретрансляторами которых являются Экспресс АМЗ, и в западных регионах это является частотно-энергетический ресурс КА Экспресс АМЗ-3. Вот на экране вы можете видеть ход нашей работы. Создавая сеть, мы выбрали 5 основных видов спутников, которые будут в этой сети располагаться. Это интернет-спутник, оптический спутник, спутник-ретранслятор, научный спутник и спутник МЧС. К примеру, вы видите интернет-спутник. Мы нарисовали его на ватмане, затем визуализировали его на макете. В нем устроен модуль интернета, передающая антенна, аккумулятор, солнечные панели, ГЛОНАСС-приемники и датчик ориентации. Этот макет мы делали за 4 дня и в процессе работы сделали все, что нужно.
оптический спутник или по-другому спутник дистанционного зондирования Земли. Такие спутники будут использоваться для мониторинга Арктики или арктических зон. Вы можете видеть на экране 3D-модели этих спутников. Вес такого спутника составляет 395 килограмм. Суть спутниковой трансляции заключается в том, что он собирает со всех спутников все данные и отправляет на наземную станцию. Материальные компоненты все те же, кроме за исключением уголовных антенн. Красным вы видите модуль связи. На этом слайде изображен научный спутник. В этом спутнике помимо обычных деталей присутствует оборудование, обнаружение и изучение элементарных частиц с помощью гейдера. Спутник МЧС. Этот спутник сделан с целью того, чтобы улавливать, например, сигналы во время чрезвычайных случаев, например, во время штормов. Или на нем установлен датчик инфракрасный, что позволяет ему находить очаги пожаров, где они возникли. Использование системы ГЛОНАСС. Для каждого спутника мы поставили ГЛОНАСС модули, чтобы создавать общую сеть ГЛОНАСС. Абсолютно методы координаты получают одним приемником. Так как Арктика это один из стратегически важных военных объектов, она нуждается в мониторинге, то есть слежение за арктическими зонами, а также при помощи оптических спутников ДЗЗ. А также это можно использовать в качестве гражданских целей. Например, детектирование экологических проблем, вырубка лесов, загрязнение водоемов или выброс нефтепродуктов. В своей орбите мы использовали орбиту Тундра, которая один из типов эллиптическая орбита. Эллиптическая орбита с наклонением 60,4 градуса с приемом вращения звездные сутки. Например, сначала мы рисовали Земля, и вокруг нее были несколько орбит. Например, рисовали орбиту Венеры, потом орбиту Петра и экваториальную орбиту. И чтобы стало более понятно, мы нарисовали наши планеты с разных сторон. И тоже выбрать ее орбиту Тундра так, как она больше всего к нам подходит. И на этой орбите мы нарисовали 5 спутников. Это кружочки ретранслятор и Global Conventional программный интернет-провайдер BBD оптический и МЧС. Все эти спутники программный ретранслятор передают всю информацию о Земле. Ретранслятор передает все эти информации на Земле. Зона покрытия. Зона спутник покрывает всю территорию Российской Федерации. При прохождении спутником связи верхний участок временно стабильно обеспечивает спутниковым интернетом жителей северных регионов Российской Федерации. В своей работе мы рассчитали орбитальную скорость и получили такие результаты: 22 040 метров в секунду, по-другому 22 километра в секунду. А также мы рассчитали орбитальную энергию с помощью специального калькулятора, который находится в интернете Space Calculator, и получили 100 000 мегаджоуль. Для каждого спутника мы рассчитали стоимость проекта, стоимость
каждого спутника, и как видите на экране примерно стоимость каждого спутника. Это все доллары. Спасибо за внимание. Вопрос. У вас не было обозначено время работы. Сколько они будут работать? Ну, примерно 7-5 лет. Скажи нам. Примерно 5-7 лет. Срок. Орбита Тумбра — это известное название или вы придумали такое название? Это известная орбита. Известная орбита, да, вы используете. Да. Ну, у вас команде физики есть, да? Формула движения. Да. Ну, массу объекта различаете, да? Да. Что такое масса, что такое вес? Да. Что такое масса, что такое вес? Масса это масса тела, а вес это сила, которая давит на землю. Вы там вот такие что пишете? Вес спутника 385 килограмм. Везде. Вес спутника 345 килограмм. Это вес или масса? Вес или масса? Хорошо. Вы знаете, вот, сколько стоит вывести 1 килограмм полезного груза на орбиту? 1200. Знаете, да? Стоимость. Ну, это зависит от габаритов спутника. Например, одного до 10 килограмм это 150 тысяч долларов, насколько я помню. А далее цена возрастает. Чем больше спутник, тем больше цена. Вот вы там написали стоимость спутников в долларах. Это немного ли так? 500 миллионов долларов. Это стоимость самого спутника. Да. И спутника, получается, и вывод его на орбиту. С учетом всего, Да. Многовато что-то? У меня вот вопрос. Вы сказали, что планируете обеспечить интернетом на северные районы. То есть ваш спутник может обеспечить интернетом, да? На интернете. Это сеть спутников, по идее. Может обеспечить? Да. И вот пропускная способность интернета не считали, да? Значит, просто сейчас тоже северные районы сидят тоже в интернете через чтобы как бы не получилось так, больше будет сообщество протянуть. Вас нет примерно пропускная скорость интернета сколько? Нет. Это. Вот примерно движение спутников. Движение спутников. Да. Да. Ну, это Санта-Барбара, и вот вопрос такой, вот вы сказали, там спутники будут выполнять несколько функций, да, МЧС это окружающая среда, то есть загрязнение, да, МЧС это другое, оптические спутники за этим следят. А МЧС это, например, на случай чрезвычайных случаев. Вот, ну, допустим, вот этот окружающая среда, да, и вот, сейчас же сильно развивается вот этот летательный аппарат, как квадрокоптеры. Это не будет выгоднее использовать квадрокоптеры в различных вот таких вот целях, чем спутник? Вы сравнивали, да, вот анализировали у спутников, у некоторых спутников, например, у Сент-Луэля и других спутников, у них намного лучше качество. Это будет качество намного лучше, чем с квадрокоптером, например. Качество чего? Качество картинки и... А также это оптические спутники собирают еще и информацию о состоянии Земли. Ждем статьи. По цене, как будет? Потому что не слышно. Дешевле как будет находиться, либо использовать беспилотник, либо использовать ну, спутники нормально, потому что они 7 или 5 лет будут работать здесь. Нет,
Аренда спутника. А можно меньше? Аренда спутника сколько будет? Да, примерно. Как только довольны, так. Вопрос поняли, да? Еще раз можете повторить? Вот вопрос. Как бы фактически соглашение, да, сколько это будет стоить использование спутника и сколько, например, будет стоить использование. Я как оператор беспилотника, я могу сказать, что примерно это может стоить около 100 тысяч. Использование беспилотника, сколько нам стоит доставку человека, доставку людей, использование беспилотника в течение какого-то времени. Отвечаю, что математический спутник вот несколько миллионов долларов. Нет, почему? Аренда там. Аренда. Да. Именно аренда. Сколько тебе? Насколько? От 10 тысяч. Ну скажи. Насколько я помню, аренда это от 10 тысяч долларов. Сейчас можно что? Ребята, у меня вопрос такой. Вначале у вас прозвучала компания Elon Musk SpaceX, да? Да. У вас спутники аналоги, да, или как? Аналоги, да. По идее, там спутники, которые будут только интернет и связь раздавать. Для них главная выгода. По идее. Аналоги, их аналоги, да? Их спутники, да? Нет. Спутники другие. Как вы видите, компания SpaceX, что она делает? Ну, там, ну, как она придет, за что? Они будут обеспечивать интернет и связь. Спутники? Да. И спутники SpaceX. SpaceX, да? Да. А почему, допустим, не наши аналоги какие-то того самого? Потому что у SpaceX глобальный проект, что покрыть спутниками весь земной шар. У вас таких нет проектов, да? У нас нет таких глобальных проектов по спутникам, по обеспечению связи всего мира. И задача проекта была использование именно в арктических зонах. Остальные спутники, кто будет изготавливать? Что? Изготавливать остальные спутники, кто будет? Остальные спутники? МЧСовские, да, кто будет изготавливать? Компания. Кто будет конструкция МЧС? Какие компании, которые расскажем? Какие-то компании? Компании, производители спутников. Венем, Роскосмос. Например, это те компании, которые мы будем это рассказывать. Ну, Венем. Компании, производители спутников. Компания ОАО ВИИМ. Да. Есть вопрос, да, вот как раз по, вопрос мы покупаемся, да, через сколько какой период времени, да, купить, да, и вообще какой будет по финансовой там расчет и потребности. Рентабельность ваша проекта. Через какой период купить? А через какой период скупятся спутники? Ну, за свой срок может сказать, за свой срок. Скажите, за 10-15 срок может выкупиться. По идее, за свой срок она может выкупиться. За это лет вывод и население человека. Что там будет потреблять? Но он не только для Арктики. Это используется не только для Арктики, а вообще для всего РФ. По орбите, который он проходит, он тоже можно арендовать. Вопрос, вы делали финансовый расчет и так далее? Ну, делали примерно. Примерно? Да. Примерно расчет был, да. Когда стоимость это компонента,
Как она купится, вопрос. Вот он покрывая. Ладно, он... Есть, можно. Смотрите, у вас группировка спутника, да, каждый спутник что-то выполняет одну какую-то задачу. Да. Вышел спутник из строя, слетел с орбиты, потерялся. Чем вы его замените? Сначала, наверное, рассчитаем время и скорость спутников и данные, как бы сказать, В презентации говорилось, что спутников будет от 15 и более, потому что как бы, ну вот как раз с расчетом на то, что спутник выйдет из строя. 15 и более. Сейчас на геостационарной орбите такую задачу исполняет один спутник. Все вот то, что вы представили, исполняет один спутник. Масса. Ну, у них габариты очень большие у этих спутников. Ну хорошо, давайте ограничимся. Спасибо, ребята. Мне кажется. Для презентации приглашается направление биотехнологий и агропромышленный комплекс. Проект «Биотехнологическая разработка лекарственных препаратов из растений Якутии». Давай прием. Здесь не тоже. Космические технологии важны. Мама есть что-то. Я не знаю. Флажки я народила, да? Добрый день, уважаемые эксперты и участники научно-технических проектов. Наш проект называется «Разработка лекарственных средств из растений Якутии». Актуальность нашего проекта заключается в том, что растения Якутии для выживания в экстремальных условиях нашей республики накапливают в себе биологически активные вещества в больших количествах, на основе которых можно разработать инновационные лекарственные препараты в различных применениях. И мы начали исследовать несколько неизученных растений Якутии на примере наличия полезных веществ, предполагая, что из их экстракта можно сделать новый препарат. Цель нашего исследования – разработки и получения лекарственного средства из растений Якутии. И для достижения цели нам будут поставлены следующие задачи, которые вы видите на экране. Этап нашей работы. И мы, можно сказать, сделали мини-инновационное предприятие «Сибириус». И перед вами слайд распределения обязанностей внутри нашего предприятия. Как вы видите, в нем входит директор,
фитохимик, ботаник, химик-технолог, фармакогноз, превизор, экономист и имиджмейкер. На первом этапе для дальнейшего химического анализа исключенного сырья растительных видов мы подготовили два вида извлечения: водное и спиртовое. В результате исследования химического состава 3 растений мы выбрали самый интенсивный, то есть здесь содержится много питательных веществ. Вот, выбрали растение. Змееголовник пальчатый растет на открытых склонах и скалах. Также на карте вы можете увидеть конкретно точки распространения данного растения. Дальше. Змееголовник пальчатый — это многолетнее травянистое растение. Листья темно-зеленые, яйцевидные, глубоко пересторассеченные формы, цветки фиолетовые, продолговатые формы с трубчатым венчиком, плоды орешки, яйцевидные, слабо трехгранные. При проведении микроскопического анализа были выявлены анатомические признаки исследуемого объекта с помощью микроскопа. В результате микроскопического анализа отдельной части змееголовника пальчатого выявили анатомодиагностические признаки сырья. А также лист содержит такие, как устица листа, например. Еще в нем есть эфирно-мастичные железки листа. Волосики, они были нитеобразные, волоски были нитеобразные. Еще были простые стебли, а сама осталась простой волос. Целью этого равенского анализа является определение подлинности, чистоты и доброкачественности лекарственного сырья. В результате проведенного анализа нами были определены соотношения органов исследуемых растений: влажных, зольных, измельченных и содержание примесей в растительном сырье. Также был проведен химический анализ и в результате качественных реакций, которого в спиртовом излучении змееголовника были обнаружены. То есть содержались следующие биологически активные вещества, такие как простые фенолы, флавоноиды, любимые вещества и ядоиды. А в водном излучении содержались те же простые фенолы, аминокислоты, белки, полисахариды и аскорбиновые кислоты. Следующим этапом мы произвели количественный анализ, который показал процентное содержание флавоноидов и простых фенолов в растительном сырье. Для подтверждения процесса работы мы сделали два лекарственных средства. Первым способом был настой змееголовника пальчатого, который получен на водном бане. А также мы получили лекарственные средства с таблетированным. В сравнении с настоем таблетированное средство обладает много преимуществ. Для создания препарата именно в этой форме мы использовали заранее приготовленный высушенный экстракт растения, то есть змееголовника пальчатого, а также вспомогательные вещества, которые обычно поступают просто дополнительными таблетками, определяющими просто физические свойства. Следующий степ. Да. Здесь вы можете увидеть статус создания таблетированного препарата. То есть, во-первых, это тщательное перемешивание всей смеси. На слайде таблицы представлен также количественно-качественный состав таблетки массой 0,5 грамм. То есть первый этап это было перемешивание смеси, далее грануляция, сушка и песок, после которой мы как раз получили таблетку. С помощью тонкослойной хроматографии мы установили содержание основных действующих веществ в разработанном нами лекарственном средстве из змееголовника, такие как рутин, клетчатин и кофейная кислота. На основе всего проделанного анализа мы сделали предположение о том, какими свойствами может обладать наш препарат. Итак, это противовоспалительное действие, антиоксидантное и адаптогенное. Однако данную гипотезу мы сможем подтвердить, или опровергнуть в результате дальнейших исследований. Итак, в перспективе мы планируем создать документированный лекарственный препарат, для чего необходимо будет провести доклинические и клинические исследования.
Также в долгосрочные цели нашего проекта входит создание лекарственных препаратов и других, еще пока не изученных растений Якутии. Для дальнейшего промышленного производства мы определили стоимость препарата. Каким образом мы определили доходность продажи препарата, учитывая расходы на сырье, входящий в состав препарата? На данном слайде вы увидите методику нашего исследования. Результат нашего исследования. В результате фотохимического анализа выбраны объекты исследования. Проведен фармакогностический и фитохимический анализ выбранного растения. Разработана фармакопейная статья предприятия на объект исследования. Впервые получены модели лекарственных средств в таблетированных условиях. И прогнозирование воздействия выделенных веществ на организм человека. Мы благодарим перед вами слайд паспорта нашего проекта. И мы благодарим наших партнеров механохимические биотехнологии. Спасибо за внимание. У меня вот вопрос, да, насчет гипотезы вашей. На чем основана ваша гипотеза, которую вы сказали, что это лекарство будет помогать от чего-то, да, потом вы будете вот это доказывать, да, то откуда взяли вот эту вот гипотезу? В результате проведенного анализа химического, фармакологического мы определили основные действующие вещества. Например, хроматография выявила, что содержит много кофейной кислоты, ретинов и флюорсетинов. И на основе действия этих веществ, они обладают в основном все антиоксидантами и только воспалительными действиями, мы предположили какие свойства может обладать препарат. Кроме того, несмотря на то, что змееголовый патч в Якутии в мире был изучен впервые, но существуют другие около 30 видов змееголовников, и из них разные лекарственные препараты используются для противовоспаления, как антистрессовые лекарства, поэтому мы предположили, что лекарство для нашего змееголовника может обладать похожим свойством. Вашего лекарства имеете аналог, здесь аналог. И еще преимущество вашей разработки действующих фазов. Опять же, много так база, да, много поставили, получается, это таблетки и поставили. Ну, пачки, змееголовник пачки. Он уникальный, да? Он уникальный, да? Да. Ну, во-первых, из змееголовника пачка у меня готовит, еще лекарственных средств. Кроме того, он концентрирует себе довольно большое количество химических веществ. И, ну, лекарства, которые нам еще предстоит сделать, точно лекарства, будет обладать реально противовоспалительными свойствами, но приблизительно такими же, как и аналоги. Я не могу с точностью сказать, чем оно будет лучше, чем аналоги, потому что мы это готовим только модель лекарственного средства. То есть пока с точностью невозможно ответить. Кроме того, наше растение приобретает именно таких сырых условиях, возможно, оно сконцентрировало в себе больше лекарств, более выгодно использовать именно эти содержащие. Здравствуйте. У меня, значит, следующий вопрос. Вы говорили питательные вещества. Какие питательные вещества содержатся? Питательные вещества просто биологически активные. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Это у вас будет биологически активная добавка или все-таки паром препарат? На что вы начинаете? Ну, вы говорили, лекарственные средства, лекарственные это все-таки относится к фармакологическим. Да, ну то есть наш препарат, как мы предполагаем, он не будет лечить от конкретной какой-то болезни, конкретно какой-то орган, он в целом антистрессовое действие оказывает иммуноукрепляющее на организм. То есть, ну, не оказываешь лечение на какую-то определенную болезнь. Ну, получается, пока вы еще не определились, ну, да? пока мы еще не прошли, пока наш препарат не прошел клинические испытания, мы 100% ответственны на предполагаем. Там еще была у вас, извините, таблица, где был горный раствор и спиртовый. Что наиболее эффективно выводит ваши активные вещества? И сразу потом переходит на твердофазный. Может, нужно было какую-то общую таблицу сделать, чтобы было видно. Вы говорите, что твердофазный более насыщенно, да, вот этими веществами?
насколько я поняла, хроматографии, хроматографическим методом используют этажные таблицы, так? И вот я говорю, переход идет сразу, может, надо было какую-то общую таблицу. И к смету можно, пожалуйста? Да, экономический расчет. И здесь получается продажа. Ребята, а когда используют, что-то изобретают какой-то препарат, да, биологический, следующий этап что делает? Должно быть доклиническое исследование, да, на мышах. Оно очень дорогостоящее. Потом клиническое исследование. Поэтому, возможно, метод вот это тоже стоит включить. Потому что оно действительно очень экономически дает себе. Вас в продаже никто не подпустит. Я вам сказал, вот вы убирали из 3 растений, по-моему, я так понял, да? 4 растения взяли, их там обработали, потом считают, что-то можно? Растения. Змееголовник. Змееголовник, да? Хорошо. Вот. А у нас же много растений. Ну, я не знаю, сотни, тысячи, да? Они все такие, да? Вот, если их там делать спиртовые, там, какую-то, это станет каким-то лекарством, в любом случае, или лекарством. Ну, мы предлагаем, что больше процент, если смотреть все растения, то большинство из них, в отличие от остальных регионов России, будет обладать какими-то свойствами лекарств. Это вот именно выбор вашего растения, вот, основан, видимо, тем, что он не был исследован, да, скорее всего? Да. Мы не добавили на вину, то есть мы исследовали то растение, которое еще не изучалось. Вот по сбору растений там есть какие-нибудь правила, весной собирать, летом или осенью, где, когда у него наибольшая концентрация? Это растение нужно собирать. Это растение нужно собирать в фазу массового цветения, это в июле-августе получается. Когда цветет, тогда собирать. А это вы установили, это общее правило? Ну, как бы рекомендация для сбора любого растения, собирать там, похоже, то есть обычная рекомендация. Это общее правило. Период цветения. Вы так и делали, да? У меня вопрос вот касательно, как вы оценивали стоимость, да, и как вот, откуда такая продажа, да, откуда данные брали? Ну, данные мы брали, примерные данные мы взяли из интернета. А как примерно? Ну, примерно я рассчитала вот это расходы, да, на сколько киловатт уходит и вода, на сколько вода, на воду, на коммунальные услуги, сколько уходит и на работников, сколько уходит. Нет, именно рассматривая стоимость самого препарата, мы учитывали, во-первых, стоимость упаковки, потом стоимость реализации самого сырья. Мы смотрели, чтобы расходы на сырье само были меньше, чем доходы. И также мы рассматривали примерно с такими же свойствами, которые примерно такие же свойства обладающие препараты. Они сейчас стоят даже больше 100 рублей, некоторые 600 рублей. И мы за одну упаковку мы равняли свои цены. Допустим, да, что купит 162 тысячи упаковок шампуня. Это не количество, это определяет. Мы предполагаем, что день наш завод выпускать около 900 пачек. Мы считали в месяц, сколько будет выпускаться и стоимость. А хватит какой-то змееголовника на сколько пачек? Да, если берем где-то там, да, месяц. Да, это интересный расчет, но хочется добавить, что в таблетке не таблетка, а если ты змееголовник, там еще большое количество наполнителей. Там 1 к 4 примерно сейчас работает. Дозировка после
Вот вам со СМИ надо поработать, потому что если вы говорите, что у вас завод, там определенное оборудование, правильно? Да. Счет оборудования, все, работа сколько будет. У вас кто-то будет это собирать, сушить, перерабатывать, правильно? И в сумме, вы говорите, расход, вот такая вот сумма. Мы еще предполагаем, что как дальнейшие планы это создание красных растений, профессиональный завод не будет окупать себя только за счет производства завода. Мы пытаемся считать, как это так, но пока что не то есть если наш завод не будет производить такие лекарственные препараты, у нас, также А что будет на вашем заводе? Что за завод будет? В принципе, мы же говорили, что... в смысле, название завода, в принципе, наш завод профилирует на разработку лекарственных средств из растений именно якутии. То есть, мы гипотезы предполагаем, что растения якутии именно в большей степени обладают биологически активными веществами, и что именно их мы будем продвигать. Когда таблетки использовали, будем ставить приятный таблеток, нам несколько раз повторили, что он дорогой, сколько будет 7 миллионов, и тоже нужно рассчитывать. То есть, мы рассчитывали сырье, получается, и вычищать. То есть, получается, мы рассчитывали именно ингредиенты для создания таблеток и выход таблеток. Мы об этом не рассчитываем, поскольку планируем, что наш завод будет производить не только это. Проще ли выращивать? Искусственно. То есть, мы подумаем. У вас надо же кому-то собирать их, транспортировка эффекта, правильно? Да. Легче ли для завода? Да, уже. Вот смотрите, тут недалеко от города, да, есть такой проект, и причем он успешно сейчас проходит. Это совместно, понимаете, да, все слышали, с японцами. Они вот в районе Калугин выращивают огурцы, помидоры. Да. Искусственный микроклимат. Благодаря суровому климату и Можно же создать это. А если собственно, оно что-то Чтобы это растение имело такие лекарственные свойства, как, например, дикий вариант, нужно во-первых, выставить ее удобрения, специально субстрат для выращивания этих растений. Кроме того, искусственное симулирование такого климата Это, я не понимаю, спиртовый ничего. Нет, это завод. Водный. Но это делается очень долго, поэтому, к сожалению, у нас времени не хватит. Таблетки. Хорошо, коллеги. Время идет. Спасибо команде. Следующий доклад. Приглашаются большие данные. Приглашается направление большие данные.
Ребята, давайте. Есть большие данные. Показ слайдер. Показ слайдер. Показ слайдер. Сначала. Добрый день, уважаемые эксперты и участники оригинального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. Мы, команда «Большие данные», представляем наш проект прогнозирования частоты вызовов скорой помощи в городе Якутск по зависимости от метеорологических факторов. Наша тема актуальна тем, что в наше время в городе Якутске нет общепринятой системы оценивания частоты вызовов скорой помощи. Мы выбрали в зависимости от частоты вызовов скорой помощи от метеорологических факторов, так как в Якутии метеорологические факторы как причины заболеваний имеют немалую долю. Практическая значимость нашего проекта заключается в введении системы прогнозирования вызовов скорой помощи в современной медицинской службе. Целью нашего проекта – это создание нейронной сети для прогнозирования частоты вызовов скорой помощи в зависимости от погоды. Для того, чтобы достичь нашего цели, мы поставили 5 задач. Это сбор и обработка данных для обучения нейронной сети, создание нейронной сети, создание линейной регрессии и тестирование нейронной сети. Последней задачей является подготовка презентации. Нейронная сеть берет аналогию с биологии. Также такая структура позволяет обрабатывать, запоминать и, в общем, ценно полезно. Так. Среди основных областей применения нейронных сетей является прогнозирование, принятие решений, распознавание образов, классификация. Нейронные сети лежат в основе большинства современных систем распознавания и синтеза речи, а также распознавания и обработки изображений. Что такое линейная регрессия? Эта линейная регрессия позволяет нам увидеть некую среднюю и зависимость между двумя факторами, которые не сильно такие, как бы мы можем провести параллели между ними.
мы использовали линейную регрессию для проверки точности нейронной сети. Она предназначена для получения прогноза непрерывных числовых переменных. Дальше. Для создания линейной регрессии мы должны были проверить некоторые наши факторы корреляции, на коэффициент корреляции. Коэффициент корреляции определяется от минус единицы до единицы. Чем ближе значение, чем дальше значение от нуля в любую сторону, тем лучше для нас. Ближе к минус единица — это полная обратная связь, единица — это прямая связь. Коэффициент корреляции помогает определять нам факторы, которые сильно влияют на изменения наших графиков. Дальше. Причина сделать обработку ПАС. Формат предоставленных данных не соответствовал формату входных данных искусственной нейронной сети, так как нужно было систематизировать и урегулировать записи. В действительности это заняло большую часть времени работы, потому что для редактирования такого огромного количества сборов данных, как 17542 и малого количества вариаций данных, необходимо печатать коды, которые могут решать разного рода задачи. Из инструментов мы использовали такие программные обеспечения, как Microsoft Excel, среду PyCharm, язык программирования Python 3.6, библиотеками, а также и библиотеки Anaconda. Поиск данных, нахождение данных скорой помощи. Данные скорой помощи нам предоставила станция скорой помощи города Якутска. А также, чтобы углубить информацию о скорой помощи, мы взяли интервью у главной медсестры скорой помощи. Мы задали такие вопросы, как каков состав скорой помощи. Она сказала, что 25 автомашин едут работают круглосуточно. Также мы спросили, есть ли зависимость, на их взгляд, есть ли зависимость от количества вызовов от метеорологических данных. Они сказали, что нет, и также анализ они не проводили. И пиковым временем или сезоном является осень-зима, так как там происходят сезонные заболевания, такие как ОРВИ, ОРЗ и грипп. Так, начинаем обработку метеорологии. Мы делали обработку метеорологических данных. Обработка метеорологических и медицинских данных. Нам поступили данные, медицинские данные были в виде, как каждый вызов был прописан отдельно. Там было 65 542 строки. Мы должны были сократить это до 17 544 строк. Перед нами стояла сложная задача, но там было слишком много лишних данных. И программа не умеет считать такие числовые форматы, как дата, день, месяц и год. И для этого нужно было преобразовывать все это в числовой формат, чтобы язык программирования Python смог это прочесть для запуска нейронной сети. Мы с помощью программного обеспечения Excel начали преобразовывать данные, но для сокращения строк мы использовали программу Python 3.6. Так. Здесь имеется фрагмент нашего кода нейронной сети. А в параметре мы установили скорость обучения как 1, обучающих эпох 12, величина пакетов 100, число признаков 45 и выделили 2 слоя по 100 нейронов. Размер выходного вектора 1. Здесь на этом слайде вы видите график температуры. Синий график – это начальный график, а также оранжевый – это тот уже обработанный для того, чтобы язык программирования Python и считал. Это график среднего количества вызовов за час. Это уже данные, мы использовали данные скорой помощи. Это график влажности, такой же оранжевый – это уже сглаженный, а синий – это начальный график.
Это график скорости ветра. Далее вы видите график пика весенние и осенние месяцы 2016 года. Длительность графика начало месяца, всегда идет такое пиковое время. И так идет всегда периодически. Мы посчитали это очень интересным и ввели такую теорию, гипотезу, что предположили, что после получения зарплаты все идут. В магазин. А теперь мы видим график пика весенне-зимние месяцы 2017 года. Тут то же самое. Линейная регрессия. Вы можете видеть программный код, фрагмент программного кода для создания линейной регрессии. С помощью линейной регрессии мы получили данные по... Нам были даны некоторые метеорологические факторы, это за 2 года. И с помощью линейной регрессии мы смогли построить параллельный график вызовов скорой помощи в сутки. И линейная регрессия нам показала, что она может определять количество вызовов в сутки при том, что ей дают метеорологические данные с погрешностью в 4 звонка, что в общем неплохо. Были обработаны данные, с помощью них была создана база для нейронной сети. Была создана искусственная нейронная сеть на базе языка программирования Python 3.6. Вот наша нейронная сеть тоже определяла, сколько всего звонков должно поступить в сутки, если в эти сутки метеорологические данные имеют такие показания. Но почему-то наша нейронная сеть имела большую погрешность, чем линейная регрессия. Должно было получиться наоборот. Проведенные тесты показали работоспособность созданной нами системы. В дальнейшем планируем брать за фактор прогнозирования уже не просто метеоданные, а праздники, какие-то даты особые. Аванс. Было сделано прогнозирование с помощью линейной регрессии. Так, в заключение была проведена колоссальная работа по проверке данных и созданию систем прогнозирования. Полученные в ходе работы результаты являются доказательством актуальности нашей работы. Так. Для нашего региона с неблагоприятными условиями этот проект может стать началом широкого использования прогнозирования для скорой помощи. Спасибо за внимание. Совсем правильно, потому что метеозависимость есть, она может быть есть, но вот видите, вы самые образованные уровни, самые красные зарплаты там может влиять. Вот из этой части я бы вам еще посоветовал учить данные космической погоды. Потому что космическая погода может быть, она больше влияет на ее вызовы, потому что люди, которые имеют повышенное давление, они очень подвержены влиянию магнитных аномалий и прочих. Мы изучали этот вопрос. Вы можете давать его, те факты? Да, мы рассматривали это. У нас одним из факторов был геомагнитные возмущения, что вызывают вспышки на Солнце, солнечные вспышки. Мы при коэффициенте корреляции, коэффициент был близок к нулю, и поэтому мы не учитывали этот фактор. Так как в эти 2 года этот фактор играл меньшую роль, чем остальные, чем 4, которые мы выбрали. Как вы определяли факторы космической погоды? Какие брали там данные? С метеоданных. Какую величину вы брали? В формате. Помните?
Там были числовые форматы от 0 до единицы. 0,2, 0,3. Есть такой индекс, как КП называется. КП это монотонный индекс гемомагнитной активности. Если КП значит 6, это более самолетное. 8 это вообще 100, ну типа это. Так и было. Или как идея. От 0 до 10 вроде были данные, там геомагнитные возмущения. Если вы правильно вами руководите, должны брать КП, который от 0 до 10 меняется. Нет, на них таблицы стоят, просто числа стоят. Да. 0 до 10. Да. И каждый день данные действуют. Да, на каждый день. Гугле там понятно. Кто главный был? Яков, Спиров да. или Шамаев? Дьяконов Спиров. Шамаев участвовал? Нет. Можно я спрошу вопрос? Скажите, а с какой больницей или клиникой вы сотрудничали? Вы же откуда эти данные получили? Так, и насколько я поняла, может я чего-то не поняла, вы сказали, что от метеорологических условий и количества вызовов не зависит. Это мнение вот таких. Они не рассматривали вообще это. До нас этого никто не делал. А вы догадались, что количество зависит от метеоданных. Хорошо. И вот еще следующий вопрос. Вы говорите, в январе скачок такой, может быть, вы у них попросили бы какие-то данные, на какие, предположим, может это отравление, может это вирусные заболевания, чтобы у вас это было не голословно, да, что это праздники, а из-за каких заболеваний увеличивается хорошо, вот это данные должны быть, при обработке данных должны быть это всегда было обоснованы. Вы должны их объяснять. Можно я отвечу на ваш вопрос? Это обоснование все это было, мы учитывали диагнозы. Но так как в нашей базе не было большинства диагнозов, то мы исключили лишь самые очевидные, которые, например, были роды, отравление, алкогольное опьянение. Мы исключили большинство этих из базы. Может, какую-то табличку на это было по каким случаям? В зависимости от Вопросы? У меня вот вопрос насчет самого алгоритма, да? Вот вы сказали, что вот используете вот алгоритм, и этот алгоритм, он относится к нейронным сетям, а откуда вы знаете? Может, вот этот алгоритм, он является таким же стандартным алгоритмом, как алгоритм быстрого преобразования клиента, который тоже, в принципе, достаточно быстро ускоряет обработку других сигналов. Вы вопрос распределения смотрели, то есть основа же нейронных сетей, это, скорее всего, то, что там алгоритмы должны распределивать эту задачу. Да, у нас есть распределение до 100 нейронов. Где у вас это? Кода нету с собой сейчас. Вот. 2 слоя по 100 нейронов. Вот распределение. Алгоритмы сами составляют. Да. Отличие нейронной сети от обычного программного кода быстрого счета данных в том, что нейронная сеть обучается. Сначала ей дается база данных, это из нашей базы 80% для обучения. И 20% из базы данных это тестовые. С помощью тестовых данных наша нейронная сеть вывела собственный график вызовов по сутки скорой помощи. Хорошо. И вот еще один вопрос насчет графиков. Вы чем аппроксимировали вот это? Это все делалось на Python, язык программирования, с библиотеком Юпитер. Каким методом? Просто выводили графики и сглаживали. Каким образом? Да, брались средние данные за 40 соседних, ну, 20 с этой стороны, 20 с этой стороны. И бралось среднее их значение. В этом на графиках нужно вот так писать, что скажем, температура акции, если вы говорите час, надо нужно будет. Есть вот этот блок